Готовьтесь к весенней охоте вместе с Байнаем. Покупайте в сети Байнай Центр и получайте шансы выиграть главные призы. ПВХ-лодку с мотором и 2 квадроцикла на 400 и 700 кубов, а также бензопилы, палатки, фонари, сертификаты, много других ценных призов. Будьте с Байнаем. Так, ну, мы от города проехали около 70 километров и вроде бы как подъезжаем к месту проведения автогонок на УАЗах. Друзья, ну, я думаю, что сегодня будет интересная баталия. Около 40 участников заявлено. Ну, пока тишина. А, вот, смотри, вон он. Видишь? Мы вот республиканское соревнование по гонкам на автомашинах УАЗ проводим уже второй год. В прошлом году проводили, понравилось, людям понравилось. Все-таки народ требует, вот, так скажем, хлеба и зрелища. Поэтому вот сколько участников? 32 экипажа участвуют из разных районов. География очень широкая. Это Учалданский, Меган-Кангалас, Хангалас, Горный район, город Якутск, Чурапчинские, да, Татинские вот районы. Тут приехали на соревнования. И у нас вот цель задача, конечно, поддержка отечественного автопрома. Это УАЗики, это наша легенда, легендарные. Это вообще в наших суровых условиях незаменимый работяга. А какие классы представлены? Как разделяются автомобили? Ну, автомобили мы разделяются на инжекторные и на карбюраторные. Они-то класса разные, поэтому мы дистанции вот придумаем для них, чтобы это было оптимальные условия создаем для участников. Это, во-первых, спринтерская гонка на 1000 метров. И вторая дисциплина – это круговая гонка 7 километров по кругу. Это по пересеченной местности. Там и бездорожье, и горки, и гора, и спуск, и подъемы, и снежная целина. Да, сейчас начнем. Результатов пока неизвестно, но сейчас известно только, могу сказать, так. Чемпионом стали на спринтерской гонке это экипаж из Татинского района. Они в прошлом году тоже первое место заняли. Поэтому молодцы. А вот ребята из Намского района, да, они приехали на 12 машинах. Это здорово. Это видно, что ребята
действительно занимаются, увлекаются, и, наверное, есть поддержка у них. Людям понравилось, поэтому мы все-таки планируем такое соревнование провести каждый год. В это же время в нашем таком заповедном уголке музей заповедной дружбы. Мы вот на соревновании с АСКАЯН уже соревнуемся уже второй год. В прошлом году тоже соревновались. Намская улица участвовало 11 автомашин, а сегодня вот в 2016 году уже 13 машин. Я сам вот тоже любитель ха-ха-район, поэтому вот собрался, напарника нашел, штурмана нашел, и вот где-то месяц работали над машиной, и вот показала результаты, первое место. А какую подготовительную работу провели? Впрочем, дополнения тут нету. У музея у нас стоит, как говорится, просто подлитые, колеса большие, и мы вот, рассчитали, что чуть на скорости будем уже соревноваться. Тяговый уже так все равно не тянет, поэтому на скорости работали. У меня стоит там Спайсерский мост, он скоростной, и вот передача еще большие колеса, поэтому вот.
Мы сейчас находимся около автомобиля. Ну, если предыдущий был Мегабуханка, то это Мегабуханка 2. это Мегабуханка 2. Вот, ну, соответственно, Николай сейчас немножко в паре слов расскажет, ну, или добавит, да. То есть здесь уже установлен был двигатель 1KZ. Да, двигатель 1КЗ был установлен на этой машине. Делали ее в Санкт-Петербурге. Подготовка была произведена компанией Галагрин. Но ходовые качества трансмиссии показали себя в Якутске не очень хорошо. Ну, другими словами, трансмиссия всегда постоянно ломалась, что-то там были какие-то недоработки. И хозяева этой машины решили установить надежные, крепкие, Проверенные мосты от Лапландера. да, крепкие мосты от Лапландера. Раньше стояли УАЗовские. Раньше стояли, да, УАЗовские мосты Барс военные с доработкой, с усилением внутренности, ну, полуоси, редуктор усиленный, бортовые валы, ну, то есть усиленные мосты были. По цене они, не знаю, сколько обошлись, но достаточно дорого. По цене можно было купить, наверное, 2 комплекта таких мостов еще. Но в Якутске это не прижилось, и поэтому я решил установить мосты Volvo. После предыдущей машины эта машина гораздо ниже. Пойдем с задней стороны посмотрим. Вот, предыдущую машину, да, очень много было комментариев по поводу того, что машина очень высокая и как бы по горам она ездит на склонах не очень хорошо, но Николай может подтвердить обратное, да? Про ту первую, да, Мегабуханка, она была протестирована, ездили на охоту, на рыбалку. В принципе, устойчивость у нее была достаточно, соответственно, ее росту. Как казалось бы, на вид она такая вот неустойчивая была. Нет, все-таки нормально, за счет того, что мосты все-таки были шире. Ну, я думаю, мы летом получится, может быть, выехать все-таки и по грязи ее протестировать. Летом, Сказать, да, обязательно мы проверим. Ну, а здесь у нас, соответственно, мосты Volvo. Ну, а все остальное такое достаточно Колеса достаточно жесткий тюнинг. Колеса установлены 39,5 дюймов. Это в сантиметры, если переводить, около 96 сантиметров в диаметре. Вот. Ну, в стандарте на этих мостах блокировки стопроцентные, включаемые вакуумом. То есть достаточно все просто, надежно и мощно. Yamaha Центр предлагает полную гамму продукции для спорта, активного отдыха и работы, снегоходы, мотовездеходы, гидроциклы, лодочные моторы, мотоциклы, скутеры, генераторы, а также запасные части и аксессуары. Мы рады видеть вас по адресу Чернышевского, 95/2.